Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Массарга саламашу душек. Приветствую вас. И, как всегда, готов поговорить с вами, ответить на ваши вопросы. Есть темы, очень интересные, очень важные темы. Хотел пройтись по ним. А теперь... Насчет новой газеты я видел тут вопрос. Я обязательно коснусь этой темы. Иншаллах. Я просто жду чуть-чуть. Василий Долгтрев. Так, вы пишете. Здравствуй, Анзор, здравствуйте. Рады видеть в добром здравии. Здравие, здоровье в норме. Вот, оно нам нужно. Бережем. Спасибо. Волк, Анзор, Анзор сун рез вацмюацуно в последнее время, мол, да нет, сена, хухерла, вайшиню ахел хуммадац, шадик дик маду, алхамдулилlah. Погода, Ягуар, у нас Норвегия, но не очень так холодно, солнце. Не мерзнем. Алихар тун хавиза аладва дука. Ишт йо бока суна шумасу чо дука дис шуцишт халаля сун. Шугар вистхал это больше доктор Хазахидсон. Деврейский шумасана. Так, Чечен Таймс, вот второй раз я вижу насчет новой газеты. Вот ты пишешь, Анзор, как тебе последнее громкое расследование новой газеты? Да, сегодня это очень важная тема. И я сейчас не буду говорить подробности про то, что там произошло, как и произошло, потому что мы все уже это знаем. Но там была затронута лишь маленькая часть той правды, что происходило и происходит сегодня, потому что и сегодня происходят такие случаи, эти пытки, эти истязания, издевательства над молодыми людьми, убийства в их тюрьмах. И мы, чеченцы, мы это очень хорошо знаем, как они пытают людей в этих тюрьмах. И поэтому было бы хорошо, если бы об этом говорилось, чтобы эти факты вылезали наружу, и чтобы говорилось чаще, потому что у нас достаточно этих фактов, этих примеров. И то, описанное в новой газете, это лишь один эпизод, скажем так. То, что там происходит, мы чеченцы, знаем, как они издеваются над людьми там. Самой в ужасной форме. Мне просто даже мне больно, честно скажу, мне просто неудобно даже говорить об этом. Каким пыткам прибегают они, эти путинские пехотинцы. Я как-то рассказывал тут про тот случай, который коснулось моих родственников. Как-то на этом канале я говорил. Ну, представьте себе 70-летнюю женщину, это моя тетя была. Они в Хосе-Юрте избивали ее прикладами, хотели поставить на колени перед своими братьями, потому что ее братьев тоже, то есть моего дядю, двух, держали в этой тюрьме Хосе-Юртовской. И в каждой семье, чеченской семье, коснулось это. И поэтому мы это не забываем и не забудем никогда. И было бы хорошо, если бы мы, чеченцы, помогали новой газете или там другим
издательствам, чтобы рассказывать про эти факты, предоставлять им эти факты, потому что все-таки это наша история, трагическая история. И то, что сегодня происходит, эти случаи, и я долго говорю об этом, просто мне хочется высказаться насчет этого. И тот человек, который был в их рядах, и который уехал оттуда, которому надоело это все, который не хотел пытать людей, я считаю, что пускай он был в их рядах, вот, пехотой Путина, извиняюсь, но я считаю, это мужество взять, отойти от этих предателей, не становиться на этот предательский путь, не идти по нему. Это мужество, я считаю, что лучше признать и отойти. И перед Всевышним. Я считаю, что у человека хватило совести. Чечен Таймс. Вот такой вот ответ. Алмизан, я очень медленно, наверное, пойду, потому что я тут вижу интересные вопросы. Анзор, вопрос, можно ли, есть ли шанс как-нибудь возродить Ичкерию? Знаете, можно возродить почти невозможное, можно сделать почти вот невозможное, которое нам кажется, вот эта вещь, ну, вот нельзя ее сделать, это невозможно ее сделать, например. Все можно сделать, конечно же, с помощью Всевышнего. Если у тебя благое, чистое намерение, то Всевышний тебе поможет в этом. Я так считаю. И я вижу, как российская власть и те, которые подконтрольны им, как мы говорим, пехота, да, пытается сделать все, чтобы убить, добить эти остатки, то, что осталось. Понимаете, убили всех наших лидеров, их тела не выдают, и мы даже не знаем, где их тела, что сделали с этими телами. Вот. И сегодня вот своими провокациями даже между нами, между вот чеченцами, которые вот любят Ичкерию, которые помнят и ждут ее, и все-таки среди нас есть какие-то споры, и это, я думаю, это работа спецслужб России, и они сделают все, чтобы убить это. Вот даже сегодня поступает ко мне там на e-mail, пришла одна жалоба, мол, я даже зачитаю, там была жалоба на канал, Низам канал, то есть Роскомнадзор жалуется, что на этом канале размещены материалы, направленные на пропаганду непризнанного государственного образования Чеченская Республика Ичкерия, признанного запрещенным на территории Российской Федерации. Вот эта Чеченская Республика Ичкерия, ее армия набила физиономию армии той страны, ядерной державы, в 1996 году. И потом, после этого их руководство, Борис Ельцин, подписывает документ с нашим президентом, с Асланом Масхадовым, документ о мире, договор о мире назывался. И там было написано, что Россия вот, заключает этот договор с Чеченской Республикой Ичкерия. А сегодня они говорят, что это непризнанное государственное образование. Лицемеры. Вот как они пытаются убить в нас нашу историю, уничтожить ее, вот, скажем так, переписать ее. Но это не получится. Ну, дальше. Muhammad Technology Innovation. Дай Аллах здоровья твоей матери, тебе, Анзор. Ва алейкум салам, брат. Баракаллах тебе. Спасибо, брат. Алмизан, пытки и похищения были и будут от общественного резонанса. Они не прекратят. Надо вставать всем с колен. Конечно, надо. Конечно, надо. Даже словом.
делом надо вставать. Я не говорю, не призываю никого к революции, нет, я не про это. Но надо хотя бы дуа делать. И вот как ты говоришь, что они не прекратят. Нет, это их обучили, их направили для того, чтобы унижать свой народ, подавить его. Вот что они делают. Они не прекратят, не прекратят. Пожалуй, не указывать так личные данные. Ты пишешь, Анзор, слышали ли вы про депортированных недавно из Франции чеченца? И еще один чеченец был депортирован в ноябре. Да, я слышал. Такая политика продолжается здесь, в Европе, что не заехать как бы беженцам, да, с нашей республики. И тех, которых они считают, что они как-то опасны, например, или даже были случаи, что абсолютно нормальные люди подвергались этому депортированию. Я слышал про этот случай. И если бы еще раз я вот скажу, они бы этого не делали. Скажем так, если бы в нашем обществе, нашем чеченском, войнахском обществе было бы это единство. Если бы мы вставали, когда надо вставать, будь это митинг, какая-то демонстрация, к примеру. Вот, но мы как-то не делаем этого, не делаем. Это вина, наша вина тоже. Не проводится достаточная работа против этого. Да, есть люди, я знаю, есть организации, которые работают над этим и работают хорошо, я их лично знаю. Чечен Таймс Баркал Салаш постарался, да. Хотя это большая, огромная тема, то что ты говоришь про новую газету, что они затронули некоторую часть, маленькую часть правды, которая происходит на нашей родной земле, с нашим народом. Папи 4. Анзор, салам, алейкум салам. Как думаешь, изменились ли мусульмане со времен Чеченской войны? Сразу замечу, что не чеченская война, а русско-чеченская, ну, можно и сказать, и российско-чеченская. И какие они сейчас, якобы, изменились ли мусульмане? Кажется, будто бы настоящие воины, как твой отец и Басаев, были совсем другими людьми. Ну, почему же? Есть и сегодня люди, достойные люди, которые не отошли с того пути. Но сейчас другое время, и это время покажет, что будет в будущем. Так что мусульмане есть. Я не буду их разделять по национальностям. Есть люди. Василий Долготрев, Литвиненко поступил так же, не пошел на поводу Кремля, не стал наемным убийцей Путина, Путлера, ты пишешь. Вот. Да, действительно, Литвиненко когда-то работал на КГБ, потом на ФСК, потом на ФСБ. И у человека вот такой последний момент его жизни, скажем так, последние года, он, скажем, ну, был человеком, у которого есть совесть. Вот так я считаю. Я с ним общался 2-3 раза. 2-3 раза общался, он мне много чего рассказывал.
о тех событиях, о событиях в России, а также свое мнение насчет событий у нас на чеченской земле. КМС Вольник, валикум салам, Саваш, Аллах рейсваю. БЛ, Ичкерия была, есть, будет. Иншаллах, будет. Иншаллах. Все будет. Волк, ты пишешь, я переведу сразу, потому что я раньше твое сообщение зачитал на чеченском. Я даже его потерял. Тут все быстро у меня пошло сейчас. Я его найду сейчас. Валлахи, я очень жду Ичкерию. Мол, если бы был бы человек, ты бы стал за ним, ты пишешь. Ну, я почему вот люблю Ичкерию, потому что это то время, когда мы вздохнули вот свободно, и даже в нашем обществе у нас было свободное общество. Человек мог сказать свое мнение. Любому человеку, даже президенту. А сейчас ситуация совсем другая. Вот. Артем Кулик, мощь и сила в людях. Да, мощь, сила в народе, а не в какой-то личности. Народ — это мощь. Джахар Дудаев, если Ичкерия была не признана государством, то зачем президент России подписывал мирный договор с президентом Масхадовым? Вот, я про это и говорю. У меня вот куча документов, подписанных российской стороной, президентом, их губернаторами, там, разными чиновниками, и они подписывают эти документы с Чеченской Республикой Ичкерии, а сегодня они там говорят, что не признают. Да вы уже давно признались, давно. И то, что сейчас там Роском, какой-то надзор пытается какой-то шум поднять, я считаю, что они пытаются просто задушить свободу своего народа, чтобы люди не говорили про правду. Но у них это не получится, не те времена. Не те времена. Волк, Анзор, ведется ли работа, чтобы Ичкерия существовала? Волк, сейчас, секунду. Всегда со мной. Всегда со мной. Я люблю свою республику, люблю свою историю. И вот считаю, что каждый человек должен любить свой народ, республику, свою историю, своих героев, которые защищали народ и свою землю. Джахар Дудаев, Ичкерия в нашей крови, нам не нужны чьи-то признания. Ну, я скажу, это даже не то, что признание, а какие-то договоренности, отношения с другими странами. Они важны, они нужны со всеми странами, особенно с нашими соседями. Вот. Мы помним, как после Первой войны наша страна, чеченское руководство,
пыталась налаживать такие контакты, такие отношения с другими государствами. Вот. И Россия проводила многочисленные провокации, чтобы такого не произошло. Вот. И делали все, чтобы дискредитировать нашу власть, потому что они готовились к новой войне. Ягуарь, а дождю можно доверять? Ну, я свое мнение скажу. Дождь или там Новая газета или другие там издательства, не знаю, телевидение. Ну, там есть вещи, где говорят правду. Мне это нравится. Но бывают и вещи, с которыми я не согласен. И поэтому я как бы уже вижу это и знаю, что поддержать, что не поддержать. Например, я сам такой анализ делаю. Алмизан 91. Анзор, как считаешь, Иса Мунаев герой нашей нации? Иса Мунаев, Аллах воли, я его знал хорошо. Он воевал, он защищал нашу землю. Вот, и погиб в Украине. Вот, это был мужественный человек. И он является нашим героем. Нашим героем. А также и героем Украины. Мотор Кинг. Добро пожаловать, как говорится. Приветствую, рад видеть тебя. Странник Седой. Валикум салам. Ты пишешь, Манзор, ведь в Европе добивается того же, что и Россия, убить нас, в нас, чеченцев. Я скажу так, что Россия добивается всеми путями, этими провокациями, потому что тут их спецслужбистов хватает среди своих и среди тех, которые, можно сказать, из нашего народа тоже. И они делают все, чтобы кого-то депортировали, чтобы там дискредитировать нашего общества здесь, в Европе. Вот как они пытаются. А так, я не знаю, в той стране, где я сейчас проживаю, я не видел, чтобы они проводили какую-то работу против нас. У нас тут есть школы, у нас тут есть мечети, и все нормально. Мы можем встать, выйти на улицу со своим флагом, высказать свое мнение. Я, например, про эту страну, где я сейчас нахожусь. Но мы этого не можем сделать даже на своей родной земле. И поедь там в Ростов или куда-нибудь, я не знаю, в Волгоград какой-нибудь или другой город, вот выскажи свое мнение, да, вот Ичкерия, будут проблемы. Алмизан 91. Анзор, слышал ли ты, что в России собираются закрыть доступ на YouTube? Да, я слышал про такое, но я считаю, что они это не смогут сделать, потому что люди пользуются с VPN, могут изменить свой IP-адрес и абсолютно спокойно зайти на YouTube или другие там социальные сети. Так, сейчас, секунду. Валикум салам, Ахмед. Сейчас скажем. Секунду, я тут должен ответить. Опа.
Извиняюсь. Валикум салам, Ахмед. Давайте поговорим про газету. Все мы давно знаем, и как вы говорили ранее, это не единичные случаи. Сколько мы еще должны их терпеть? Когда мы можем вернуться домой? Когда мы сможем вернуться домой, мы не знаем. Мы не знаем такого ответа. И мы все это знаем, что нет такого ответа сейчас. И когда все может произойти даже завтра, по воле Всевышнего. Я так считаю, может произойти там через неделю, через месяц, например. И этого мы не знаем. Но мы должны быть готовы к этому. Что будет, если мы вернемся домой? Что будет? Мы также должны быть готовы к этой встрече, к встрече с нашим народом, с нашими братьями, с нашими сестрами. Я знаю много людей, которые были не были дома лет 20, например, да? И не могут туда поехать, но и хотят туда поехать. Я тоже просто, честно так скажу, мне этот дом снится. Мы должны стремиться к этому, работать с этим. А остальное, когда Всевышний увидит, что у нас есть такое единство, то все может в момент изменить. Кошачий, это молочник. Добрый вечер. Как думаешь, что сейчас происходит в России, что произойдет в ближайшие 5 лет? Как я... Никто не может сейчас знать, что произойдет через 5 лет. Но мы про будущее мы не можем говорить, но должны быть готовыми к этому, как я только что говорил. Я очень надеюсь, что в России появится руководство, которое будет думать о своем народе и будет думать, защищать свободу своих граждан. Это я, во-первых, говорю, во-первых. А также налаживать искренние, хорошие отношения со своими соседями и не провоцировать их. Вот. Я очень надеюсь на это. А то, что сегодня происходит, вот возвращаясь к твоему вопросу, они душат свободу. Сегодня многие русские пытаются уехать из России, потому что там нет жизни. Там нет жизни. Пытаются уехать в Германию, в другие страны, во Францию, там, в Австрию. Тут их миллионами, можно сказать. Да, вот как раз второе сообщение прочитал, только что прокомментировал. Ой, ну я всегда пытаюсь избежать таких сообщений, но мне так даже уже последнее время как-то поднимает настроение. Катя Михеева, ты никакая не Катя и не Михеева. Сидишь где-то в каком-то хосе-юрте, пишешь это сообщение, ну, примерно так говорю. Твой отец, там, Дудаев погубили целый народ. Писать научись сначала. Писать научись. И вдобавок, еще раз повторю вот такое. Ваше мнение вот к этим провокаторам не стоит вот этой норвежской одной кроны, которая вот такая ржавая, еще с дырочкой. Вот мое мнение. И ваши шефы никогда, еще раз повторяюсь, никогда не будут героями нашего народа. Никогда.
Валейкум ассалам. Чечен, а кто будет нашим лидером? Все наши лидеры погибли, защищая нашу землю, наш народ в войне, в борьбе за правду, за нашу свободу, за наше будущее. И погибли один за другим. То есть именно все. Именно все. А кто будет лидером? Все мы обязательно вернемся домой. Вернемся домой. И проведем выборы. Вот. Иншаллах. Странник Седой, это хорошая новость. Я про школы, про преподавание родного языка и историю. Это внушает и оптимизм. Вы те, кто чекирийцы, должны принести домой знания и образование. Да, Аллах то больше. Я такого же мнения. У нас тут растет молодежь. Их тут очень много, потому что почти половина нашего народа находится на чужбине. В Турции, там, других мусульманских странах, в Европе, в Америке, в Австралии, везде. И эти молодые люди учатся. Вот что мне нравится. Там занимаются спортом и так далее. И эти молодые люди вернутся домой. И это грамотные люди, это наше будущее. Вот. Поэтому мы оптимистично настроены за наше будущее, и оно у нас есть. То, что вот это происходит сейчас, это временное явление. Все изменится. Все изменится. Вот увидите, недолго осталось. Я сейчас не буду говорить, что почему, но это уже вы сами тоже видите. Все изменится. Но, иншаллах, все будет хорошо. Валейкум ассалам. Анзор М6. Мы все видим то, что рассказал этот парень Сулейман. Таких Сулейманов будет много, я надеюсь. Но почему мы молчим, находясь в правовых государствах? Почему люди не пользуются случаем? Вот именно. Нам не надо молчать. Нам нельзя молчать. Нельзя. Нам надо говорить, чего мы боимся. Да, действительно, чего мы боимся, находясь здесь. И опять же подчеркну, у человека вот есть совесть. Оказалось, что у него есть совесть. И то, что он сделал, это, я считаю, мужеством. Отойти от предателей, от врагов народа, от убийц. И вообще уехать. Уехать в любую страну, но не стать убийцей своего народа. Это мужество. Ислам Битербию. Хорошо, представим, что вы вернулись домой. Что произойдет? Опять война? Нет, почему? Кто тут призывает к войне или к революции или к чему-то еще, чтобы проливалась кровь? Да, мы говорим, наоборот, мы говорим, что у нас не должно быть войны. Чтобы не было этой крови, достаточно, хватило, воевали и показали себя. Вот. И не от нас это зависело, что на нашей земле была такая война, и что проливалась кровь. Не от нас зависело. В 1994 году вот, войну нам навязал Ельцин и его команда. В 1999 году такую же войну, но еще похлеще, в самой ужасной форме,
нам навязывает Путин. И все это знают. Ни Дудаев начинал войну, ни Масхадов начинал войну. Они наоборот призывали Россию о недопущении войны. Поэтому, когда мы вернемся домой, а мы обязательно вернемся, все будет хорошо, иншаллах. Все будет хорошо. Все изменится. Василий Докторов, судя по истории, это утопия, Анзор, но очень хочется надеяться, что после Путина будет порядочный президент. Я особо не верю, но я надеюсь, чтобы наконец в России таки появился президент, который будет думать о своем народе, о своих согражданах, а не взрывать, когда там, как взрывали в 99-м году, или там начинать войну против нас, или против Грузии, других стран Украины, в Сирию лезть. Вот. Почему-то, как я изучал историю, я люблю историю, когда открываю страницы, листаю страницы истории России, там, Российской Федерации или СССР, то я вижу война, война, революция, война, война, кровопролитие. Больше ничего хорошего. Вольф Магомадов, вы слышали, как Иса Ахьядов говорит? Да, я слышал. Я Ису Ахьядова знаю хорошо. Он наш брат, он патриот. Я его очень уважаю. И сегодня у меня есть контакты с этим человеком. Вот. Он, насколько я его помню, всегда стоял на нашем пути, помогал беженцам, помогал, вот, делал все возможное. Вот. И сегодня продолжает этот путь, и сегодня он это делает. Он сын нашего народа, истинный сын. И то, что он сказал, а он сказал правду, я вот 100% все абсолютно поддерживаю и могу даже повторить это. Могу. Депеш Мод. Так, пожалуй, не указывать личные данные. Так, я пока не вижу твое сообщение почему-то, но как-нибудь повтори, может. Я просто пытаюсь отвечать, и поэтому не замечаю некоторые сообщения. Чечен Таймс, ну, я вижу, что тут про лидеров пишут. Вот именно, лидера выбирает народ. И мы обязательно вернемся на свою родную землю, все, и все расставим по полкам, и все вернем, и все будет хорошо, иншаллах. Ва алейкум ассалам. Алмизан, Анзор, как считаете, 6 августа 96 года, когда мы победили русских, помнит кто-либо
и отмечается ли этот день в Европе. Мы тоже подкорректируем. Это была не победа чеченцев там над русскими. Потому что многие русские, и сегодня мы это видим, я знаю многих, которые против войны, против этого режима и поддерживают даже нас. Это была победа над армией ядерной державы. Хотим мы или нет, или хотят они или нет, но это было так. Мы хорошенько вмазали физиономию этой армии. Вот. Этот день мы помним и будем помнить, потому что он есть в нашей истории, и мы отмечаем этот день, а также другие дни. Вот. Да, тут говорят, что зависло. Я думаю, что не зависло, да? Насчет Путина. Анзор, доброй ночи. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Доброй ночи. Анзор, как думаете, Путин будет баллотироваться в 2023 году? Да, я уверен, что у него есть такие планы. Но посмотрим, что будет. У него такие планы, что хочет стать царем России. Мы это видим. И я думаю, что россиянам надо как-то просыпаться и изменить ситуацию в своей стране. Потому что, как говорил наш лидер Аслан Масхадов, Путин — это тот человек, который добивает Россию. Хотя они говорят, что они поднимают ее с колен. Да неправда, он добивает ее. Так. Муслим Джабраилов. Я иногда редко захожу туда, хотя иногда бывает компьютер включенный, например. А так в основном работе. Анзор, в данное нелегкое время кого ты считаешь лидером? Ведь мировому сообществу неинтересны наши междоусобчики. Нет нации в мире, у кого нет лидера. Даже у цыган есть барон. Если бы я смог бы это сейчас сказать, я не говорю вот это мнение на публику по одной причине. Потому что эти слова будут использованы
какими-то малоумными этими неграмотными существами, которые истязают мой народ. Поэтому я не говорю это публично. Но могу так, ты позвонишь мне или ты встретишься со мной, я тебе могу рассказать свое мнение. Но я очень недоволен тем, что происходит у нас в обществе. Вот ты говоришь междоусобчики. Вот я про это. Я очень недоволен. И я уверен, Аллах недоволен этим. И если мы каким-то образом постыдимся, я не знаю, как уже сказать, потому что сколько лет-то прошло, каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же. И делается все, что на руку нашим врагам нашего народа. Поэтому я хотел бы уже не то что просить, а даже потребовать от тех лиц, которые вот выступают друг против друга, ну перестаньте, хотя бы сейчас перестаньте. Ради Аллаха перестаньте. Вот. Нахцебил ваш. Аслан Эльдербиев, слышали вы о Лече Хултыгове, которого застрелили в спину? Почему твой отец не разрешил ему расстрелять тогда Завгаева и Шаманова? Да, я видел эту видеозапись, я очень хорошо знал Лечи Хултыгова, и могу лишь сказать только все хорошее про него. Он действительно был героем нашего народа и сделал многое для нашего народа, и был истинным патриотом нашего народа, и был мусульманином. И то, что Масхадов не разрешил расстрелять, убить Завгаева или Шаманова, насколько я помню, это было во время переговоров. И поэтому даже если бы мы хотели, там, да, например, так скажу, мы не могли бы сделать такое. Мы не пошли бы, мы уже прервали бы эти переговоры, скажем так, чего и хотела Россия. И Россия потом, конечно же, и сделала так. Там сами подорвали Романова. Вот. Потом, помню, было покушение на Масхадова в Цаценюрте в апреле 1996 года. И убили семью Чапановых во время переговоров. Вот. Они эти провокации делали. Но наша сторона как-то пыталась не стрелять в российских там оккупантов, не проводить какие-то акции. Вот именно поэтому. Анатолий Ворокуинский, наверное, да? Здравствуй. Мне вот интересно, ты думаешь, Басаев был агентом ФСБ? Басаев воевал, у него, можно сказать, да, я уважал этого человека, и всегда в любое время скажу то, что я чувствую, то, что я хочу сказать, всегда, в любом месте скажу это. И вот, Басаев был мужественным воином, а потом уже и были ошибки, да, где-то я не согласен с Басаевым. Ну, целый президент был не согласен с теми там ошибками, но было то время, когда мы не могли вот идти на поводу России. Не могли. А вот то, что он был агентом, я в это не верю. Я не верю в это.
Leech Hultiga Derwer, Virtual Cantwer, Leech, Meldas, Dalde Owele. Александр Черкесов, разве можно вам в Ютубе вещать? А мы будем вещать везде, где мы можем. И нет никого, который остановит нас. Не сможете. Просто не сможете. Мы родились на свет, чтобы говорить вот свободно. И мы будем это говорить. И не остановимся, иншаллах. И сделаем все возможное, все, что в наших руках, для нашего народа и нашей истории. Извиняюсь. Мотор Кинг. Кремлеботы боялись Аслана. Их пугал его авторитет среди людей. Да, они боялись его, и поэтому пытались его убить. Вот. И сделали все, чтобы его убить. Именно в первую очередь из-за того, что он был избран народом, вот эта легитимность, первое лицо нашего государства, именно поэтому они это сделали в первую очередь. Кверти третий. Анзор, салам алейкум, валейкум салам. Как ты, наш уважаемый, что нового у тебя? Хат мял везак мог шу, алхамдулилlah. Шадик дигду, даш, алхамдулилlah. Шудол чашт, дик хирдуэль, тишанукса, иншаллах. Анзор, выскажи свое мнение. Как считаете, есть ли оппозиция в России? Кто к ней относится? Ну, как мы видим, нет такой живой оппозиции. Я не знаю, почему россияне не открывают глаза, не видят то, что происходит, почему они так с безразличием относятся к тому, что происходит в России, потому что много в их руках, они могут изменить свое будущее. Валейкум ассалам. Аминь.
Владимир Игоревич, валикум салам. Ну, ты спрашиваешь, на чьей я стороне? Никого не хочу задеть. Для тебя мы все родные, ну, насколько я понял. Все патриоты нашего народа, которые высказывают свое мнение, пытаются что-то сделать в такой нелегкой ситуации. У нас сегодня нелегкая ситуация. Пытается сделать это для нашего народа. И они на стороне нашего народа. Я также на стороне своего народа. Я сделаю все возможное и буду стараться делать все возможное для своих братьев и сестер, для будущего. Хоть чуть-чуть, но буду стараться. И я уверен, что и другие так стараются. Анзор, Турану как относишься? Ну да, я слежу за новостями. Брат, я хорошо отношусь. Ты уже должен знать мое мнение. Вот. Очень хорошо. Алмизан 91. Анзор, какая вероятность, что скоро будет революция в России и на Кавказе? Сегодня нелегко говорить про революцию в России. То, что сейчас происходит, вот там были митинги, да, люди собрались, очень много людей собралось, хотя могло стать еще больше, еще больше. Вот тогда бы это была бы сила, и они бы изменили бы всю ситуацию. И я считаю, что пока ситуация в России не изменится, нам на Кавказе все-таки будет сложно. Ну, я просто реально это говорю, не буду так фантазировать, потому что эта Россия во главе с Путиным, они провоцируют наши народы, и многие ведутся на эти провокации. Вот почему будет это делать на Кавказе. Сложно будет это сделать. Аслан Эльдербиев, я уважаю твой вопрос, но по одной причине, просто извини меня, я просто прямо так скажу, я человек прямой, мне называть эти фамилии, даже обсуждать эти фамилии очень не хотелось бы. Ну, какой-то, извините меня, ну, скажу как есть, отвращение уже от них. И то, что они сейчас пытаются там очернить Ичкерию, там Масхадова, как лидера Ичкерии, других наших героев, выставляя себя там спасителями нации, героями. Да нет, они душители нации. Душители. И история расставит все на свои места. Показуху устраивают и все. Я извиняюсь, Аслан Эльдербиев. Ну, я еще хотел бы, чтобы вот так в эфире здесь не обсуждались такие темы. Я вижу тут Сталин, не только враг, Войнахов и так далее. Ну зачем все это обсуждать? Зачем?
Это было когда-то, да, это осталось в истории, это трагическая история не только войнахов, там, кавказцев, но и других народов. Это история. Но есть события, которые происходят сегодня, об этом надо говорить, это надо обсуждать, я считаю. Владимир Игоревич, правильно, конечно, говорится, на какой земле ты родился и растешь. Там тебе и место, хватит войны. Да, хватит войны. Нам она надоела, потому что вся наша история – это войны. И с царями, и там с президентами, ну, в общем, против России. Там Чингисхан был, там Тамерлан был, кто там у нас не был, с кем мы только не воевали. И поэтому нам особенно она надоела, и поэтому мы желаем мира той же России, нашим соседям, всем. Мы не хотим этой войны. Из-за этой войны выехал наш народ, можно сказать, третья часть нашего народа. Я просто не передать это словами. Я бы очень хотел бы, чтобы мы в один прекрасный день вернулись домой, на свою родину. Анзори, последний вопрос. Вот меня многие спрашивают, ты нохчу, а я говорю нет, в войнах. Многие со мной не согласны. Почему? Ну, в войнах это чеченец и ингуш, мы братья, мы войнахи. Вот. И Алмизан 91, если ты чеченец, то ты чеченец, ты представитель чеченского народа. Если ты ингуш, то представитель ингушского народа. И это нормально. Но в общем мы войнахи. А то, что ты говоришь, что ты в войнах, ну, я тоже говорю, что я в войнах. И я горжусь этим. И всегда это говорил. Слава Самусев. Почему Беслан Гантемиров стал национал-предателем? Ему хотелось обогатиться. Ну, он пытался обогатиться, если вы помните, его посадили в тюрьму, там Лефортово, не помню куда. Вот. Он украл там миллионы, там большие средства, его посадили. Это были те люди, которые действительно шли за рублем и делали все за этот рубль, чтобы обогатиться, как ты написал, и продали себя, свою душу этому Ельцину в то время, потом Путину, как они рвались к этой власти, мы это прекрасно помним. То есть это любители денег, скажем так. Муслим Шевский. Иса Ахьядов, по-моему, рассказывал, что родные с так называемых семей кадыровцев убегают во Францию и, например, почему-то пропагандисты об этом не говорят, потому что им это невыгодно. Действительно, мы знаем по именам, есть люди, которые живут в Австрии, во Франции, в Германии, в других странах. Вот. И то, что Иса Ахьядов говорил, кстати, там люди могут посмотреть, я советую послушать его речь, искреннюю речь, он очень хорошо высказался. Их семьи, да, действительно приезжают, и даже вместе с семьями приезжают и живут в Европе, а потом жалуются тоже на Европу.
и называют евро-ичкерийцами. Ва алейкум ассалам, странник-чеченец. Брат, если у меня, ты пишешь, если у меня брат, вот у меня нету брата. Нету. Но есть вы. Есть вы. Алмизан 91 Анзор. А правда, что говорят, в Москве 90-е были бандиты, 3 преступные группировки и чеченцы. Но чеченцев там было мало. Чеченцев было там мало. В основном у них своих хватало, но почему-то заметили чеченцев и представили их там как бандитов и объявили их вот чеченские бандитские группировки. Да у них и тогда были, и сегодня есть. Но почему-то об этом не говорят. Чингисхан, что ты пишешь, 2-й полк Ахмеда не будет долго существовать. Не будет, не будет. Время Путин, когда его не будет, то и этих полков тоже не будет. Но я бы хотел бы их призвать. Те, которые вот служат этому режиму. Вам лучше одуматься, побояться Аллаха, опомниться. Если у вас что-то чуть-чуть там, что называется, совестью осталось, если осталось, то отойти. Потому что всем нам придется отвечать перед Всевышним за наше благое и тем более за то, что делают вот такие полки. Проводник казах. Анзор, что будешь делать, когда Ичкерия будет освобождена, вернешься в Чечню? Я вернусь в Ичкерию, на свою родную землю, и я буду рядом со своими братьями и сестрами. И сейчас я с ними рядом. И всегда пытался быть рядом. Ну, что я скажу? Я буду делать то, что я делал, пытался делать. Так. Сейчас я тут читал интересное сообщение, вопрос, нет, сообщение. В большинстве своем до сих пор не понимают всенародные выборы в Ичкерии и какой удар был нанесен Кремлю этими выборами перед миром и историей, пишет Межидов Кюра, Чараи, село Знаменское. Ну вот именно, это был удар для России, для истории России. И это была также наша история, вот страница этой истории.
когда мы смогли одержать победу и провести свободные выборы, когда люди шли на эти выборы и хотели голосовать, их никто туда не гнал, как это делалось, например, в 2003 году. Вот такие это были выборы. Они, конечно, будут говорить сейчас, что вот, мол, Кадырова избрали, провели референдум. Никакого референдума не было и никаких выборов в 2003 году не было. Потому что Путин поставил свою марионетку. Назим Магомедов, алейкум салам, брат. Насчет правления того режима, который присутствует на чеченской земле, ты спрашиваешь, если народ устал от такого правления, то как думаешь, сколько еще народ будет это терпеть? Я считаю, что я это вижу, что народ знает правду. Народу никто не сможет врать. Вот. Народ знает лучше нас всех. И поэтому люди ждут, пока что-то изменится. В первую очередь в Кремле, а потом уже будет разговор. Агент Чарей, алейкум салам, брат. У тебя, оказывается, 3 тролля в эфире, 3 дизлайка. Ну что они могут сделать, кроме дизлайков? Пускай ставят, сколько лезет. Это их работа. Иристон Ир, я попрошу тебя, чтобы ты не провоцировал здесь людей. Вот. И я не хотел бы отвечать на такие вопросы, и я не отвечу на такие вопросы. Потому что у меня свое мнение насчет этого, и я не хочу обсуждать такие провокационные темы. Хватит, уже надоело. Не надо нас провоцировать на Кавказе. Анзор Рено. Бартбац и их проблем. Валлахи, честно тебе скажу, как раз именно сейчас я думал об этом. Насчет единства, ты пишешь, я переведу даже, ты говоришь, у нас нет единства, и в этом наша проблема. И еще наша проблема в том, что мы как-то высокомерны друг к другу. Нельзя этого делать.
нельзя. И поэтому нам надо убрать это высокомерие, научиться разговаривать друг с другом, идти навстречу, раз уж цель одна и боль одна, в первую очередь ради Аллаха. Вот. Должно быть единство, если мы что-то говорим, если мы чего-то хотим. И я еще раз призываю всех, не буду называть фамилии, я их всех уважаю, они мои родные вот братья. Вот. Призвать к этому единству. Не искать какие-то там оговорки. Хватит, надоело, 20 с чем-то лет прошло. Надо задуматься о людях здесь, которые находятся на чужбине, и о тех, которые проживают на нашей родной земле, которых притесняют, наших братьев и сестер. Ради них всех, ради тех, которые погибли, отдали свои жизни, мы должны прийти в себя, объединиться, работать вместе. И поэтому, когда кто-то спрашивает, как ты относишься к этому или как ты относишься к другому, вот поэтому я не даю такой ответ, не называю эти фамилии. Для меня они все одинаковые, люди, которые я уважаю. И еще раз призываю, чтобы делали все вместе. Аллах да. Аллах да. Слава Самусев. Анзор, помнишь, все чеченцы генералы, ты лишь 1,000,001. Да, мы помним слова Джохара Дудаева, нашего первого президента. Он это сказал из-за уважения к своему народу, потому что он не выставил себя перед своим народом. Вот. Он стал рядом. Он стал рядом. Не называл, не говорил, что вот моя фамилия Дудаев, она выдвинулась вперед, больше других фамилий не существует, и он такого никогда не сделал бы. Он любил свой народ. Это был патриот, он отдал жизнь за свой народ в борьбе, в войне против оккупантов, которые убивали этот народ. Я еще в конце обязательно коснусь тех тем, которые я просто коротко хотел бы сказать. Ну да, Волка, вот я именно про это и говорю. Коянис, Каци, спасибо, брат, спасибо. Все они наши герои. И если бы не твои видео, многие по интервью твоего отца не узнали, какой он был. Я скажу так, что я это все, что пытаюсь сделать, вот, мизерная какая-то часть того, что мне хотелось бы сделать, да, дело не ради своего отца, в первую очередь. А в первую очередь стараюсь принять какое-то участие, принести какую-то пользу, не знаю. Ну, это мой долг. И поэтому нам
я бы хотел бы и призвать других, тут много молодых людей, чтобы они тоже принимали в каких-то проектах участие, потому что можно сделать многое можно сделать ради своего народа, истории. К примеру, даже открытие организаций там здесь, в Европе, молодежных организаций, чтобы они держались вместе, чтобы они встречались, наша молодежь, обсуждали бы все разное, что можно сделать, друг другу советы давали бы. Это пошло бы на пользу, потому что эти люди, эта молодежь вернется домой. Вот. Я начал с истории, потом закончил молодежью, потому что эта тема меня очень волнует, наша молодежь. Я извиняюсь, если я где-то пропустил какой-то вопрос или комментарий. Слава Самусев, Анзор, какие проекты? Я не чеченец, но хочу бороться за правое дело, распространять правду и противостоять злу. Что могу сделать? Что я могу сделать, ты пишешь? Ну, я, конечно, сейчас не хотел бы об этом тут говорить, выдавать такие идеи, но скоро услышите, увидите. Но эта молодежь, о которой я говорю, должна искать такие проекты. Я знаю, тут по Европе есть такие организации, люди встречаются, молодые, встречаются часто, проводили работу и проводят эту работу. Вот сам проект, например. Даже эти встречи. Бургаус Микки Маус. Валикум салам, брат. Что ты скажешь о кумыках? Что я скажу? Все хорошее. Кумыки наши братья. Не то что соседи, но наши братья. То же самое, что я могу и сказать о других наших соседях, наших братьев. Все самое хорошее. Джахар Дудаев. Спасибо, Анзор, за теплые слова про Джахара Дудаева. Это был мой лидер, настоящий лидер. И еще раз повторюсь, он был сыном своего народа, который любил этот народ. Аллах азат побудается. Волк, насчет перестать задавать вопросы. Ну, я не запрещаю задавать вопросы, но мне очень хотелось бы, чтобы старались бы не задавать провокационных вопросов, потому что я по-любому на них не отвечаю. Я очень боюсь фитны между нашими братьями. Вот поэтому...
Адам де Борс, просто я просто не понял, но примерно понял, но я все-таки скажу мнение, потому что я часто слышу об этом. Просто не нужно возвышать этот флаг. Зачем он нужен? Он нам не поможет. Если ты про флаг, наш флаг, ну наши герои, наши сыновья нашего народа воевали не за флаг. И мы все это знаем. И не надо вот так как-то преподносить. Флаг – это атрибут. Герб тоже атрибут. В каждой стране, в каждом государстве, даже в исламских государствах, есть такие атрибуты. Поэтому я очень люблю свой флаг, этот флаг, и буду любить его. И не хочу, чтобы он как-то видоизменялся, или чтобы кто-то старался его изменить. И буду делать все, чтобы этого не произошло. Даже по одной причине. Даже две скажу. Этот флаг водружался на президентском дворце, когда шли уличные бои против российской армии, когда шла война. Были смельчаки, которые поднимались на крышу президентского дворца и водружал этот флаг. А российские оккупанты сбивали его. Потом шли еще, опять же, водружали этот флаг обратно. Вот. И, как я помню, были даже раненые. Были раненые. Даже поэтому. Потом второе, что очень важно. Государство, Чеченская Республика Ичкерия, была подписантом таких важных документов с Российской Федерацией, со страной, которая убивала наш народ, которая навязала нашему народу войну. Вот. И когда мы подписывали эти договора, эти соглашения, на этих документах присутствовал вот этот флаг. И даже поэтому это наши атрибуты, это атрибуты героев нашего народа. Вот поэтому. Леди 1974. Анзор, наши герои погибали под этим флагом. Нет, ну да, в первую очередь во имя Всевышнего, ради Аллаха, ради народа, с этим флагом в руках. Чечен Таймс. Анзор, не хочешь набрать команду помощников? Например, могли бы помогать в нашем общем деле дистанционно. Да, я нуждаюсь в помощниках. Я не скажу, сколько у меня. Один ли я, или там человек 100 у меня. Нет, но помощники нужны. Нужны. Помощь в любом, даже в совете, даже в идее. Вот было бы хорошо сделать вот такое, например. Или материалом, например, каким-либо. Потому что вот у меня была последняя запись, которую я выставлял. Запись наших героев. Очень интересная, архивная запись. Меня попросили выставить ее, прислали эту запись. Вот даже в этом, скажем так. Ну, так что помощники нужны. Помощники нужны. Какой-то период я даже думал, была такая мысль, чтобы передать этот канал какой-то из нашей организации.
была такая мысль тоже. Боря Мишин, ну знаешь, Анзор, эта война была запланирована. И Дудаева ставили для этого, зная, что он начнет... Неправда. Нет, неправда. Война началась тогда, когда этого захотела Россия. Когда она запланировала и дала приказ, и навязала эту войну. Они из-за того, что там был Дудаев, или там был Асхадов, или другой. Вот. Бек Ибрагимов, валикум салам, Саваш. Аллах рейсвил. А у тебя есть телеграм-канал? Да, есть. Я даже выставлю ссылку в комментариях под этим видео. Я обязательно выставлю ссылку. И было бы хорошо искать подписчиков, приглашать подписчиков. Я сейчас постараюсь именно сейчас это сделать. Секунду. Так, я высылаю эту ссылку в комментариях. Аллах рейсвил Бек Ибрагимов. Слава самому Сиванзору, уточните, пожалуйста, ведь Чечня была автономная республика, да, ЧССР. А почему суверенитет соответствует международному праву? Но сейчас я не буду пересказывать всю историю. С нашей историей все чисто, все законно, по закону. Особенно по закону нашего государства. Вот, просто коротко скажу. Поднимается Борис Николаевич Ельцин на танк и говорит: берите суверенитета сколько хотите. Вот мы взяли. Захотели освободиться, уйти вот из этой империи и жить свободно. И, конечно же, соблюдать международное право. Мы соблюдали это. У нас даже конституция своя появилась еще до того, как появилась она в Российской Федерации. Анзор, не пользуйся Telegram. Они смотрят в твой телефон как в свой. Неужели вы не понимаете? Это, ну, пускай смотрят, там у меня ничего нету. Акела, Волк, я читаю то, что успеваю читать. И вижу тут много провокационных вопросов, поэтому я их обхожу. Ислам покорность Аллаху. Аллах рейс хульсаваш. Аллах разу цей масейра обал дуэлк. Вей бусалб вежри ижри. Аллах рейс хульсаваш.
Алейкум ассалам. Кстати, еще раз повторю ссылку на Telegram. Повторю в комментариях. Так что добавляйтесь. Акела Волк, можно ли сменить статус беженца одной страны на другую? Я что знаю, что это сложно, но возможно. Возможно. Ну, я, как сказать, интересно, в какой стране ты живешь, в какой стране ты проживаешь сейчас. Хотя там большой разницы и не будет. Но, насколько я знаю, это возможно. Отвечу. Брэд Питт. Иногда настроение так поднимается, когда вы пишете такое. Годный ли он Болливуду? Годен только для ЧГТРК, которого я не смотрю. Статус-кво. Анзор, ты хотел бы жить в прошлой Ичкерии или в новой Ичкерии со всеми изменениями? Я уверен, если бы нас оставили бы в покое в то время, не провоцировали, не пытались вот дискредитировать нас как народ и чеченское руководство, у нас все было бы хорошо. Намного лучше, чем в самой России. И мы жили бы в мире, не произошло бы столь таких многочисленных трагедий. Вот. Мы жили бы хорошо. Да, может, где-то были какие-то ошибки, но это я спешу на то, что наше государство было молодое государство. Мы стремились к этому, мы работали над этим, но нас не оставили в покое и к нам вторглись, и нам навязали войну. Так что особой разницы, может быть, и не было, но где-то как-то, да, я бы хотел бы разницу. Потому что есть моменты, которые мы не досмотрели. А сейчас, имея этот багаж, имея эти ошибки, мы по-любому сделали работу над ошибками. И смотрим в наше будущее, ждем его уже как-то по-другому. И строим его. Статус-кво Делрис Масанагу. Я уже скоро буду завершать. И как я обещал, я сейчас просто опять вернусь к тем первым вопросам, коротко выскажу свое мнение. И на сегодня мы завершим. Скоро. Я просто стараюсь дочитать всех. Не пропустить вопросы. Хам Мов. Валикум салам, Саваш. Извинитесь, я на чеченском, на своем. Facebook, Twitter и на ее Facebook.
Слава Самусю, спасибо, спасибо. Спасибо за теплые слова. Ислам, иншаллах, баракаллах, брат. Стараемся, и как тут один писал недавно, наш брат, нужны помощники, и чтобы вы тоже были ближе, участвовали во всем этом. Это все-таки наша история. Я имею в виду вот вся эта работа над видео, сам этот канал. Поэтому Волк, Лария свою, спасибо, брат. Всех наших братьев и сестер. Ира, Леся, спасибо Масхаду за то, что хотел спасти детей Беслана, вечная ему память. Спасибо, Ира, очень приятно. Я бы долго мог бы говорить об этом, потому что я сам работал над этим вопросом, передавал информацию от отца разным источникам про то, что, скажем, коротко скажу, про то, что он был готов выехать в Беслан, что он потом был на пути в Беслан, что он требовал только минимальные гарантии безопасности, чтобы добраться в Беслан, чтобы спасти этих детей. Мне очень жаль, что это произошло, что погибли дети, что в последнюю очередь, что обвинили нас в этом. Хотя я могу рассказывать, что за этим всем стояла Россия, потому что именно им было это выгодно, чтобы произошел такой захват заложников, детей, и чтобы потом их убили. Я буду всегда винить эту Россию. И я знаю, и уверен, и знаю мнение тех матерей, у которых были убиты дети. Я искренне приношу свои соболезнования им и по сегодняшний день, и буду. Они говорят правду, как это произошло, что главным убийцей их детей был президент России Путин. Слава Самусев, Анзор, а когда вас ловить тут в следующий раз? Когда меня ловить? Я далеко не убегаю, я доступен. Вы можете подписаться, найти меня в Фейсбуке. Я обычно туда выставляю, и здесь там выставляю о новых эфирах. У меня нет определенной даты, когда у меня появляется такая возможность. Вот тогда я выхожу в эфир. Но мне очень интересно общаться с вами. Очень интересно. Спасибо. Ира, Леся. Анзор и Аддигорка. Есть такой населенный пункт в Осетии. Бесконечно благодарна за то, что ваш папа хотел ценой своей жизни спасти детей Беслана. Мы это никогда не забудем. Спасибо. Мои чувства в тот день, когда я узнал, что Масхаду хотел поехать в Беслан, чувство этой гордости, что мой лидер, тем более мой родной отец, сказал такое и был готов пожертвовать даже собой ради этого, чтобы не произошла эта трагедия.
Так что еще раз мои, наши соболезнования. Сергей Писаренко, здравствуй. Анзор, здравствуй. Сергей, у меня вопрос, на который я не могу найти ответ. Сейчас мы вместе найдем его, дочитаю. Одним из лозунгов Первой Чеченской войны был «Свобода или смерть». Слова Дудаева «Чеченский народ никогда не будет рабом». Ну, мы называем эту войну российско-чеченской. Здесь я как-то подкорректирую. Свобода или смерть. Все мы любим свободу. Везде. У себя в доме, на улице. Везде хотим иметь вот эту свободу. И зная нашу историю, мы просто надеялись и надеемся, что наконец-то в один прекрасный день мы вернемся к этой свободе, и мы обретем ее. Вот. Действительно, был такой лозунг, и даже у нас был бард, певец, очень хороший человек, которого все уважают, Хасмагомед Хаджимурадов. Он пел эту песню «Свобода или смерть» в Кремлевском зале после Первой войны. И слова Джохара Дудаева, нашего первого президента, который сказал, он сказал, что раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Да, вот сложновато так говорить это, но я считаю, что каждый человек хочет иметь эту свободу и не быть рабом. Здесь я вообще скажу обратно. Ну и бывают такие наглецы, подлецы, называют себя пехотой, которые готовы стать этими рабами. Хам-Хамов, я не знаю, почему ты не можешь подписаться. Ну, я потом посмотрю обязательно. И сейчас уже, я скоро уже завершаю. Джохар Дудаев, Баракаллах, Дейлер Салам Ашхалу. Абдулла, Анзор, как относишься к установлению халифата? Нам бы свое государство, чтобы народ, в первую очередь, был свободен. Мадо, я даже не знаю, Муса Алумаев, я буквально недавно видел публикацию его, кажется, фотографию, что он выставлял. Ну, как я вижу, жив, здоров, алхамдулилlah. Виталий Нес, почему вы уехали с Чечни? Это долгая история. Могу в следующий раз подробно рассказать. Я такой же чеченец, как и другие. Нас много, нас выехало много по разным причинам. И еще вот твой тихий ужас, радикал. Макчиева знаешь, да? Я Макчиева знаю. Иса Макчиев, он работал в главном штабе до Первой российско-чеченской войны. И после тоже работал, я помню. Так, хорошо. Аллах Рейсфуил, сегодня я всех благодарю. Сейчас я завершаю. Мне было очень приятно. Я сегодня хотел сказать о тех событиях, которые происходят у нас дома, на нашей родной земле, за которые мы переживаем. Вот.
то, что один человек из полка Кадырова оставил этот полк, уехал в другую страну. Оказывается, у этого человека есть совесть. Он не хотел быть предателем. В их рядах уехал. Я считаю, что это заслуживает вот это уважение. Об этом говорилось, а также о тех методах, пытках, которые прибегают вот эти полки, путинские полки. Как они пытают людей. Конечно, «Новая газета» рассказала лишь маленькую часть всего того, что происходит. Было бы хорошо, если бы они брали бы интервью у тех людей, которые прошли через это, которые испытали это на себе. А таких людей очень много. Даже вот нормальному человеку вспоминать вот такие события, говорить о них, об этих событиях, об этих пытках, ужасающих пытках очень сложно. Очень сложно. И еще было бы хорошо, если бы об этом говорили бы иностранные источники, издательства. Нужно поднимать эти темы, я считаю, на разных языках, на английском, на немецком, на французском, на основных языках. Было бы очень хорошо связываться с газетами, с телевидениями. Вот. Нам все-таки надо начать говорить. Я не призываю к чему-то, к войне, там, говорить правду. Нам никто не запретит. Мы должны говорить. Это первое. И второе, тоже основное, мы должны и сегодня искать то единство, которого у нас нету, и закрыть рты тем, которые смеются над даже всем обществом, они осуждают всех чеченцев, которые уехали в Европу, другие страны. Вот. Не давать повода, чтобы они как-то высказывались. Очень надеюсь. И нам это нужно. Сейчас, секунду. Иншаллах, единство будет. Поэтому нам надо стремиться к этому. И насчет молодежи я говорил, что было бы хорошо, чтобы наша молодежь встречалась вместе, проводили встречи, открывали организации, вот, учились, потому что это наша сила, это будущее нашего народа. Вот. И сейчас дочитаю ваши комментарии. И вдобавок добавлю, не поднимайте эти провокационные темы. Я вижу, тут много бывает провокаторов. Вот. Избегайте таких тем, обсуждений. Не надо вестись на разные провокации, потому что это во вред нам всем. Чечен Таймс, иншаллах, будет единство, будет. Сандина, Цамонян, Дейл, Шеду, Шадик, Дита, Дитна, Цагош, Цаберт, Хелла,
ойlayна дадо дештат свой, дель дё, Аллах дё. Я на своем родном про единство. Еще раз благодарю всех. Скоро увидимся. Мне было очень приятно. Дай Аллах, дай Всевышний, чтобы у вас всех было все хорошо. И желаю всем мира. Adekül, Allah reis bölüşün masana. Его гордокой, иншаллах. Спасибо. Желаю всем мира. И на этом я прощаюсь с вами. Спасибо вам.